от земли, от прошлого в будущее, в небо тянемся. А наши дети– это плоды на этом дереве, которые на нас выросли. Внуки– это уже там внутри семечки, косточки есть, правильно же? Да? И вот образ дерева– это образ потенциала. Каждое дерево когда-то было семечком, потом оно было тонким, хрупким саженцем, да? Потом оно растет и мощнеет. Мы тоже так же с вами раскрываем свой потенциал. Из семечка мы становимся большим сильным деревом. Угу. У нас ветви постепенно раскрываются, не все сразу же, да? Какие-то ветви, какие-то почки у нас сразу, быстро, первыми, какие-то потом, в процессе. Вот, поэтому это и называется раскрытие своего потенциала. У кого-то денежная почка, может, еще спит, у кого-то уже проснулась, уже мощная стала, да, ветка. Понимаете, вот что-то мы сразу научились, а что-то нет. И поэтому очень важно давать себе время с любовью. Дереву тоже нужно время, и человеку нужно время, чтобы стать собой. Не надо себе диагноз ставить, что у меня этого нету или этого нету. Все есть. В человеке все есть. Абсолютно все, что ему нужно, в нас заложено по природе. Даже в семечке все есть, да? Маленькая семечко сосны вырастает огромное дерево. Маленькая семечко лиственницы, вообще малюсенькая, вырастает огромное дерево внутри души нашей. Поэтому, пожалуйста, к себе с очень большим уважением, да, с очень большим бережливостью к себе, бережным таким отношением и с уважением к своему развитию. Все придет, все приходит. Пока человек живой, у него всегда все происходит. Угу. Поэтому какие-то вещи у нас пока мы в себе не видим, но раз мы об этом задумались, значит, они уже вот на подходе, значит, они уже проснулись. Кроме того, почему нам важно в клубе общаться, да, вот еще раз скажу, еще хочу на этом остановиться. И почему важно смотреть на других людей? У нас в мозге есть зеркальные нейроны называемые. Когда мы видим что-то достойное, хорошее, мы посмотрели и восхитились, порадовались, эмоцию пустили, потому что на эмоции все лучше воспринимается, запоминается, да? Эмоцию пустили радости, и это все сразу уже присвоил наш мозг, подсознание все уже взяло. То же самое, к сожалению, с негативным. Особенно плохое увидел, испугался, оно также заходит. Понимаете? И ты с этим уже надо будет работать, это надо будет убирать. Да, поэтому делайте фильтр. С кем поведешься, от того и наберешься, как говорится, да. Поэтому вот это вот всю негативщину, вот эти вот, потом мы как-нибудь об этом поговорим, зачем люди это делают, да. Себя и свою семью старайтесь фильтровать, потому что мозг наш, он как губка, он действительно все записывает, все. Зачем нам нужно о себе лишние неконструктивные программы писать, правда? Поэтому заботимся о себе и все лучшее берем. Второй момент, почему клуб так важно и хорошо, и вообще сообщество, вот, например, у нас в Мастер-Кит сообщество, да, целое, 1000 людей. То есть это прекрасная поддерживающая среда называется, поддерживающая среда. Вот если эту аналогию с деревом, да, некоторая семечко попадет на проезжую часть, некоторая семечко попадет на почву теплую, хорошую. Понимаете? Вот что значит среда. На примере дерева понятно, что если человек попадает в плохую среду, которая его не поддерживает, которая жесткая, холодная, то он будет с трудом развиваться, если вообще сможет. Угу. А когда ты в поддерживающей среде, где люди делятся, где люди создают теплые отношения, где люди принимают тебя таким, какой ты есть, да, твою обратную связь ждут, да, ценят, то ты начинаешь расцветать, как дерево в теплой почве, семечко в теплой почве. Вот мы же своим детям хорошую школу хотим, правильно, а не такую, где там лупасят его и учителя издеваются. Потому что мы понимаем подсознательно, что значит поддерживающая среда. Точно так же для себя очень важно создавать поддерживающую среду, хороших друзей, крепкие связи социальные, да, окружение, вот где можно нас будут поддерживать, когда и все это, мы тогда сами тоже сможем других поддерживать, мы сможем тоже делиться. Вот в прошлом году я, например, не смогла бы никого, да, вот сейчас, когда у меня уже и среда хорошая, когда у меня уже и ресурсные я смогу и уже каждого уже поддержать, и я уже
притом знаю, откуда, еще сама подпитываюсь. И вот этой подпиткой уже делюсь уже своей энергией, свою среду. Да. Ага, окружение Вот, пожалуйста, делаю. вот этот образ возьмите себе, да? Да, образ в сердце возьмите вот этого дерева, да, что я это вот как дерево. Я во имя своих плодов, во имя своих детей, да, внуков, потомков, я исцеляю свои корни, забочусь о них, питаю, да, о корнях, Мгм. о себе, о своем стволе. Потому что если я жертвую все время собой, тощенький ствол, он нормальных плодов же тоже не дает, правильно же? Вот, поэтому я забочусь о своем окружении, Мгм. создаю себе тепло, заботу, хороших людей рядом, потому что это все важно для меня и для моего рода. Вот. Вот на это учитесь, да, сразу в дело, вот по нормой, новой нормой. Мгм. Мгм. Вот, создайте себе хорошее местечко. Вот, ну что, закройте глаза, расслабьтесь, вдох, выдох, почувствуйте свое тело, вдыхаем расслабление, выдыхаем все напряжение, вдыхаем покой, выдыхаем усталость дня. Нам хорошо, спокойно. Почувствуйте свои пальцы ног, ступни, пятки, за зашевелите ими и почувствуйте, как они контактируют с полом, с землей, заземлитесь. Фокусом внимания, как прожектором, посветите на свои ступни, они расслабились, расслабились. И также идем этим прожектором внимания на свои голени, икры. Все расслабляются мышцы, колени, расслабляются бедра. Везде, где напряжение скопилось за день, расслабляем. Копчики, бывает много напряжения, ягодицы, живот, спина, плечи, в плечах, в загривке много бывает напряжения, скинули его, фу-фу-фу-фу, расслабились, руки расслабленные, лицо расслабилось, скальп, уши, брови, все расслабилось. Мышцы стекают, такой образ дерева. Представьте дерево, согретое на ярком летнем солнце. И как смола теплая, ароматная стекает, также наши мышцы как будто стекают теплые, мягкие. А теперь на линии, лугу летнем видите цветы, траву, слышите пение птичек, жаворонков, стрекочут кузнечики, запах травы нагретой, цветов. Вам так хорошо, спокойно, вот это ощущение родины. И вот сзади вас встают ваши мама и папа, за левым плечом встает ваша мать, а за правым отец. У каждого человека есть мать и отец. Даже если вы их не знаете, за правым плечом папа, за левым мать, а за правым отец. И у отца также за левым плечом мать и отец. И вот четверо ваших дедушек
бабушек стоят за своими детьми. А за ними также появляются их родители. За бабушкой мать и отец, за дедушкой мать и отец, и за папиными также мать и отец, мать и отец. И вот за вашими прадедушками, прабабушками встают их родители. Также каждый за своим ребенком. И их родители, и весь ваш род встал за вами. Весь род. Вы поворачиваете голову направо и видите, как далеко до самой линии горизонта таким большим клином стоят ваши предки со стороны отца. Поворачиваете голову налево, и ваши предки со стороны мамы. И вот вы стоите впереди и ощущаете это тепло и поддержку всех этих людей, огромного количества людей от самого начала времен. Это огромный род. Их очень много разных людей. Конечно, мы их никогда уже не увидим, но их гены, весь их жизненный опыт, переданный из поколения в поколение, запакован в наших генах. А это были удивительные люди. Это были разные люди, очень разные люди. Но их объединяет одно. То, что в те далекие-далекие годы они были такие сильные, они любили, они встретили свою половину, они родили детей, и их дети выжили. Это такая редкость, а их дети выжили, когда были войны, голод, переселение. Много-много всего было на протяжении этой тысячелетней истории рода, но они все выжили. И каждый их ребенок встретил свою половину, встретил свою любовь. И они родили, и их дети выжили. Представляете, сколько любви, силы в каждом из ваших предков. Они все превозмогли, все сумели, справились и встретили свою любовь. И передали своим детям. Почувствуйте то, что они вам передают. Может, вы хотите им что-то сказать? Скажите. Поблагодарите Да. свой род, Тапталым. каждого, поклонитесь. Мақталым, тапталым. Вы- Мгм. Возьмите то, что они вам дают, прижмите руки к сердцу и прямо вот в свою грудь весь этот дар поместите, поблагодарите, и они все исчезают, а вы остаетесь на этой прекрасной солнечной долине своей жизни. Вдыхаете этот прекрасный запах, ловите эту энергию солнца и потихонечку возвращаетесь сюда, на мой голос. Открываете один глаз, потом второй глаз. И мы уже здесь, вместе, уже в этой реальности. И, пожалуйста, поделитесь, что вы почувствовали, что вы получили. Напишите, может, кто-то включит свой микрофон, поделится. Да, можете. Мгм. Включите звук или пишите в чат, что почувствовали. Мин бэйм олок нахастымы дохую. Я почувствовала вот то, что мой весь род стоит. И вот
Когда нету обид на родителей, когда нету обид, особенно на маму, когда нету обиды на отца, когда ты приняла их, да, вот этот весь род очень хорошо выстраивается, и ты именно тогда чувствуешь всю их поддержку. И как раз вот насчет поддержки еще как это все происходит, да. Конечно, у меня книги Кулаковского сейчас не оказалось, и быстренько я набрала маму. Мама у меня учительница якутского языка, и вот она сфотографировала, по WhatsApp отправила буквально за 10 минут до эфира, потому что до этого мы читали на русском языке, да, но я посчитала, что на якутском языке, на родном языке будет намного-намного Конечно, доходчивее. да. Вот, ага. И это правда, потому что встречаются потом люди, которые, оказывается, благодарны твоему деду, да. Это Да. очень интересно. Мы же все вот живем в одном таком мире, где все переплетено. Мгм. У меня такая энергия прямо от вас идет, ребята, вообще вот аж в ушах гудит. Вот, все Да. смотрели легко, да, Таисия, ага, спасибо. Мгм. Спасибо, Тася, Ага. Вот, на самом деле, дорогая вот моя. такую медитацию, да, вот такую, такие видео есть в Ютубе тоже, можете перед сном сами себе делать. Они очень расслабляют, они очень помогают. Помогает еще как-то себя, скажем так, привести в состояние вот здесь, в реальность, да, когда все равно там за день мы очень много там бегаем, суеты какой-то этой, да, где-то все равно подцапались, где-то что-то происходит, да, а вот тогда, когда вот вы сами остаетесь сами с собой, да, когда вы прорабатываете таким образом, эта медитация тоже проработка, один из видов, да, вот. И они тоже вот так же помогают расслабиться, помогают. И, кстати, после этих медитаций очень хорошо спится. Да, Спасибо, Мария, Акулина, что поделились, Махта, да, да, слезы прекрасно, это очень прекрасно, хорошо. да, Мгм. Валерия, спасибо. Вам спасибо, девушки, что да, сразу с Смотрите, нами и вот это теперь включаетесь. у вас же, да, Я до, впервые на до медитации, да, мурашей, здорово. Да. Именно, потому что мы распаковку сейчас сделали, да, Мгм. распаковку памяти своего рода, да, и вы же поняли, почувствовали вот в теле, тело же не врет, да, это вот прямо ты почувствовал, как это, вот сколько на самом деле этой любви было, и вот оно передавалось, и передавалось, и опыта, и ты вот просто этим окружен, ты плод этой любви тысячелетней, просто тысячелетней любви. И как только тебе понадобится что-то, ты можешь также буквально вот зайти в эту, ну, медитацию, да, слезы именно Мгм. супер, точно. Это вообще очень Это хорошо. слезы, это вот энергия Мгм. пришла. Мгм. Да, да, точно, слезы, да, Арина. Мгм. Смотрите, и если вдруг что-то хотите попросить, вы также зайдите, Вот столько времени. Сарглана, Ага. супер. Да. Вы также зайдите и попросите, даже ответ какой-то, если вдруг нужен будет, тоже так же можно, да, и придет этот ответ, потому что у нас все это вот прямо в наших генах запаковано. Весь этот опыт, да, огромный, он у нас есть. Он никуда не делся, он в нас сидит. У Единственное, каждого, что у мы учимся, каждой. это делать связь. Мгм. Да, у каждого. И ничего лишнего на этой земле нету. Если бы у нас ее не было, мы бы не были живы просто, да, потому что природа не терпит пустоты же. Мгм. Так же, да, что не дееспособное, не жизнеспособное, оно ну, просто умирает, вот и все. А пока мы здесь, и зачем-то мы здесь, и вот этот вот весь огромный, ну вот просто так все упаковано в нас вообще. Мгм. Да. Спасибо, спасибо, Спасибо. Люция. Мгм.